Давным-давно, на рубеже веков, тысячелетий, во времена забвения эпохи царя Бориса и воцарения нового государя, царя Владимира, страна российская день за днем, месяц за месяцем, год за годом все больше стала напоминать миру державу великую, нерукотворно писанную, с былинными князьями, земли богатырями, проворными умами, народными левшами. Случилось это в наше время с обычным пареньком родной земли, попавшего в столицу из забвения Кольца Золотого, где тылы росли. Но все сначала, по порядку. История фурор произвела. Вы разгадаете загадку. Ту, что Россию в трепет привела. А начиналось все обычно. Без тени и намека на скандал. Такие обстоятельства привычно сопровождают каждый наш оригинал. А русский хакер Пентагон вскрывает. Огромную систему на бабах, ту самую, что соей называют в особо засекреченных кругах. А мы тревожимся об обороне, когда такие парни на посту. Они узнают поневоле секреты сои, подковав блоху. Мы с Бушем в игры не играем. Да он и сам приказ отдал. Достать из-под земли сего таланта, узнавшего у Штатов X-канал. Все бросились искать такое чудо. Посольство, Пентагон и ЦРУ. И премию назначили на утро, высокую по меркам .ру. А наш левша все не уймется. Вскрывает их секреты на корню. Ему совсем легко дается компьютерная версия на ню. Прознав про это, наши подключились. Подать немедленно его в кремлевский штаб. Союзники не в шутку ополчились. А мы-то думали, что вы все абы кап. И заварилась каша в интернете. Поднялся спрос на русские мозги. А к вечеру собрали в кабинете левшей обычных 3 сотни. И эти вот студенты показали, на что способны головы страны. Они всю профессуру укатали, запутали в конец свои чины. И Пентагон заволновался, решил скорее строить свою ПРО, пока российский хакер не забрался в секреты государства им назло. Прознали янки про огромный выбор, но вычислить таланта не смогли. Заплакали в жилетку горы Либер, услышав от разведки 1003. Но счастье нашим все же улыбнулось. Устал студент и хочется поспать. Сознание парня, спавшего, вернулось и подсказало, как туда попасть. Но Пентагон всего не знает. Шарахается в стороны альянс,
гонцов повсюду 100 раз засылает и натыкается на свой последний шанс. Левша от премиальных отказался, поесть с просонья каши захотел. Он только в честь отчизны забавлялся, собрав в стране важнейший сей задел. Экономисты дружно подсчитали, что хакер заменил им 3 КБ, и чисто по случайности узнали про вкусы Буша сои на бобе. Такого быть не может в априоре! Заголосила, удивляясь, вся земля. Гонцы со всех концов ломятся в холле, желают посмотреть на ухаря. Нельзя левшу прятать за кордоны, наполнилась слухами страна. Решили показать его бароны, мечтает повидать юнца земля. Правительство задачу получило наутро доложить ему про все. Касьяново давление подскочило. Позорит вундеркинд его звено. А на носу переговоры с МВФ. И дядя Сэм разбушевался. Отдать его собрался Герман Греф, когда вопрос с долгами разрешался. Но не дает в обиду хакера народ. Прослышал он про вундеркинда, свое им поручительство дает, ведь за державу всем по-прежнему обидно. Наутро выслушал Верховный Шептунов. Правительство все справно доложило. Совет ученый защитил юнцов, хотя ему совсем непросто было. И Штаты прибежали ко двору, послав в разведку дядю Гейтса. Ученых подключила ЦРУ. Узнать секреты юного повесы! Проверить все! Велел наш рулевой. Узнать способности таланта в априоре, как смог одной он головой решать проблемы мира на задворе. И начался эксперимент, невиданный доселе во вселенной. Уговорили парня дать концерт на клавишах системы современной. Погладил он с улыбкой Microsoft, велел достать приборов список длинный и приготовил юный зачесок. Невиданный доселе системный блок. Потом он плата сходу припаял, поставив программистов на колени. В расчетах все системы обогнал, убрал долги страны, советов пени. От фактов этих Коптев прилетел, сравнив расчеты парня на орбите. По ним он как Клебанов залетел на 5 годов, и мир угас в зените. По МКС студент им дал прогноз, свозить туда велел он Тита, не дать себя водить за нос, заря наш модуль, а не сито. Зауважали парня старики, такая прыть им не встречалась. Вернуть просили им долги, надежда все ж у них осталась. Студент и глазом не повел, ушел в расчеты он на время, резерв страны опять нашел, дающий выход из забвения. Расчеты ввергнули всех в шок. По 40 миллиардов оставляем, а сами ходим без порток, вывозим ежегодно и теряем. Он предложил им путь возврата, обосновав логично каждый шаг,
И тут же выросла зарплата. Раз в 20. Парень, видно, маг. Такая прыть семерки не нужна. И Шрёдер уже плачет в Мариинке. Платить долги Россия нам должна за Горбачева старые ошибки. Но логика и цифры паренька неумолимо нас ведут в Совет Европы. Ему бы дать штурвал на 2 денька, и аппарат остался без работы. По всем его расчетам мы стоим, фундаментальные проблемы не решаем, не верим технологиям своим и внешние совсем не привлекаем, по всем аспектам выкладки привел. Как можно делать старые машины? Весь мир давно вперед ушел. Возьмите лучшее и стройте перспективы. Ученые похлопали юнцу. Министры губы словно прикусили. Боятся допускать его к дворцу. Интригами таланты обложили. И говорят втихую самому: какая эко-невидаль случилась? Пускай покажет завтра поутру, как у него такое получилось. Не растерялся парень вопреки. Стены замшелой, плесенью покрытой, раскинул, видно, светлые мозги и разгадал доселе путь закрытый. По данным вундеркинда Сорванца, мы по расчетам лучшие на свете. Не надо брать кредиты без конца. И показал резервы на дискете. Откуда взять нам средства на прорыв? Заголосили бездари в приемной, взглянули в монитор и, рты раскрыв, заволновались грузной массой томной. Народ в восторге от юнца. Предприниматели с надеждой оживились. Рабочие признали как отца. От всей души за парня помолились. Ну хорошо, и это он наперед. Не унимаются в приемной. Пускай Аляску нам вернет и Крым в придачу шишей полной. Задумался повеса на часок, поднял без колебаний договоры, и стало видно даже на глазок: аренда на Аляске режет взоры. По Крыму обнадежил всех студент. Из Севастополя потянется сближение. Понравился там сей ангажемент. Заждались братья русского решения. Славяне, как услышали прогноз единого пути и процветания, вмиг развернули свой обоз в Москву под Сэма причитания. И тут же показался их посол. Поведал всем о слушаниях в Сенате. За хакером учтивейший пришел. Он как родной стал в нашем аппарате. Вздохнули с облегчением наверху. Устали там от выводов студента. Однако повезло и пареньку. Не верит больше сплетням референта. А чтобы сглазить сей скандал, от штатов доказательств попросили. Что там наделал наш оригинал? И тут же 5 конвертов получили.
Сорвал он экспедицию на Марс, не дав им грунт забрать инопланетный. Трясет за это НАСА каждый раз, когда умелец проникает в план секретный. Засек он стелс и югом подсказал, за что героем стал балканским. Десанту направление указал, аэродрома с планом сим гусарским. Но самое больное было в третьем, годичном обращении к стране. Он вычеркнул вопросы с междометием и гор не оказался на коне. В четвертом он серьезно помешал глобализации таинственной в Европе. Шираку по имейлу подсказал цивилизацию в естественной утробе. А пятый побоялись оглашать. В такие вот секреты проникает. Устали все системы защищать. Он справно, как орехи, их щелкает. Не убедили доводы страну, и янки еще больше обозлились. Велели Гейтсу выделить юнцу все, что захочет. Дать ему решились. Увидел Билл работу паренька, и раскололась фирма на течение. Отдать бы нам его на 2 денька, и получили б сразу экстра поколение. Но парень родину любил. Служить готов был, где попросят. Своих друзей он не забыл. Те 3 его не бросят. Как все же сверху изумились, Поняв, насколько парень прав, левши мгновенно подключились к работе государства, ношу взяв.